эфире телеканалов НВК «Саха», «Мамонт» и «Якутия-24», а также в эфире радио ТТИМ совместные агитационные мероприятия в преддверии предстоящих выборов депутатов Государственного собрания Ултумен Республики Саха-Якутия. Сегодня гостем нашей студии Андрей Сафронов, представитель Всероссийской политической партии «Партия за справедливость» в Республике Саха-Якутия. Андрей Хорошев, представитель Якутского регионального отделения политической партии ЛДПР Либерально-демократической партии России. И Владимир Прокопьев, представитель Якутского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня мы обсуждаем сельское хозяйство. И первый вопрос звучит следующим образом. Какая роль будет отводиться сельскому хозяйству при построении новой экономики? Отвечает Андрей Сафронов, пожалуйста. Сельское хозяйство в нашей республике – это основная часть и важная отрасль республики. Также хочу сказать, что сельское хозяйство – это образ жизни народа Саха, который испокон веков уже давным-давно занимается этим. Непосредственно государство должно поддерживать сельское хозяйство для того, чтобы это все развивалось и для того, чтобы развитие шло не только сельского хозяйства, но и республики в целом. Государство должно обеспечить не только хорошие условия, но и комфортную среду для развития нашего государства. То есть, что мы хотим, как политическая партия, мы хотим, чтобы литр молока, который сдается на переработку, стоил не как в 2002 году 17 рублей, не как в 2015 году 35 рублей, а должно стоить 65 рублей. Также, второе, по крупнорогатому скоту субсидирование должно идти не только доильных коров, но и каждого поголовья крупнорогатого скота. Только тогда у нас будет развитие, только тогда наши люди, которые занимаются сельским хозяйством, они ощутят нашу поддержку государства, правительства Республики Саха-Якутия. Только тогда они действительно поймут, что такое настоящее развитие сельского хозяйства в Республике Саха-Якутия. Спасибо. Андрей Хорошев, ваш ответ. Ну, в том виде, в котором существует сейчас сельское хозяйство, оно не может никак кардинально влиять на экономику нашей республики, потому что его нужно серьезно менять на системном уровне. Именно на системном. Здесь можно пошутить. Мне так кажется, вот если когда фотографируют вообще людей, всем говорят смайл, да? Все улыбаются. Вот если фотографируют чиновников, то они делают вот так вот. Что скажут сверху? Вот сельское хозяйство у нас построено именно по такому принципу. Как скажут в Москве, так мы и делать будем. Но у нас республика просто климатически принципиально отличается от многих других, как и, впрочем, все остальные республики. Если говорить символично, вот для того, чтобы сейчас менять сельское хозяйство, не надо учить людей, которые умеют сажать картошку. Надо не мешать им сажать эту картошку. Потому что по определению сельское хозяйство – это хозяин, да? А у нас существует какой-то вектор сверху, наоборот, вектор должен исходить от людей, от фермеров, неважно, как они будут называться, от людей, которые понимают, как развивать это сельское хозяйство там, где он живет. Вот чем отличается, мне кажется, министр финансов от министра сельского хозяйства. Вот министр финансов может работать обычным кассиром хоть на Чукотке, хоть в Ставрополье. А вот министр сельского хозяйства, если он родился и вырос, допустим, в Чурапче, он не сможет работать оленеводом где-то на крайнем севере и наоборот, потому что сельское хозяйство, оно очень разное. Если мы не будем отталкиваться от конкретных людей, от их планов и строить наши общие планы таким образом, то бесполезно что-то ждать от сегодняшнего сельского хозяйства. Нужны кардинальные изменения системные. Спасибо. Отвечает Владимир Прокопьев. Значит, безусловно, поскольку
практически треть населения нашей республики проживает в сельской местности, и основная их часть занимается сельским хозяйством. Как отрасль сельское хозяйство у нас должно стать самой приоритетной отраслью, для чего необходимо на сегодня мобилизовать все необходимые финансовые и иные ресурсы. Вот как раз такую задачу ставит наше региональное отделение политической партии и кандидат в главу республики Александр Сергеевич Николаев. Поэтому мы считаем, что вот в ближайшие 5 лет должны быть существенно увеличены финансовые ресурсы на поддержку села, на решение инфраструктурных и иных вопросов в сельской местности. Мы должны добиться, значит, принятия федерального закона о развитии сельских территорий и добиться внесения изменений или принятия новой программы развития села. Вот только в этом случае, наверное, мы увидим конечные результаты по улучшению благосостояния населения в сельской местности, существенное повышение, значит, жизни людей на селе и, конечно же, увеличение и как валового объема производства сельхозпродукции, так и иных показателей сельского хозяйства. Поэтому, значит, я считаю, что поскольку это действительно наш традиционный вид деятельности в Якутии, сельское хозяйство, мы должны обязательно, значит, очень серьезно поддерживать. Только в этом случае будет развиваться наше село, наше сельское хозяйство. И мы готовы этим очень плотно заниматься. Спасибо. Вопрос следующего круга. Как сделать, чтобы сельский труд стал привлекательным для людей, для селян? Пожалуйста, отвечает Андрей Сафронов. Чтобы сделать привлекательным село, сельское хозяйство, нам нужно организовать инфраструктуру, хорошую инфраструктуру села. То есть нам нужны хорошие детские сады, школы, клубы, места развлечений, чтобы предприниматель, который сидит там в селе и занимается производством местного производства, да, чувствовал себя комфортно. Также наша партия «За справедливость» подготовила ряд законопроектов, которые должны будем в первую очередь внести в парламент Республики Саха-Якутия. Как я уже сказал, это за литр молока будет 65 рублей и увеличение субсидирования по крупнорогатому скоту. Спасибо. Как сделать, чтобы сельский труд стал привлекательным для людей, для селян? Отвечает Андрей Хорошев. Ну, значит, мы хотим просто, чтобы люди работали нормально. Для того, чтобы сегодня люди работали на селе, и чтобы не сбежали последние, надо обнести все сельские поселения колючей проволокой, поставить пулеметчиков, чтобы люди не смогли сбежать. Потому что, по большому счету, люди хотят оттуда уехать. Ну, конечно, это не совсем серьезная позиция, но если говорить серьезно о том, как спасти село, нужно говорить уже не о сегодняшнем поколении. Сегодняшнее поколение уже потеряно. Нужно говорить о том, как воспитать сегодняшнюю молодежь, сегодняшних детей, чтобы они любили места, где они живут, и чтобы они хотели туда вернуться после того, как они где-то будут учиться. Вот это принципиальная задача. Работа на будущее, на наших детей. Спасибо. Как сделать, чтобы сельский труд стал привлекательным для людей, для селян? Отвечает Владимир Прокопьев. Пожалуйста. Ну, не секрет, что на сегодня существует очень большая разница между уровнем жизни в городах и в селах. Вот основная проблема, значит, утечки и специалистов из сельского хозяйства, и, значит, ускорение процесса урбанизации. Поэтому необходимо, значит, в первую очередь обеспечить нормальные условия для жизни людей на селе. Для этого необходимо нам строить дороги, сельские населенные пункты. Нам необходимо, значит, развивать коммунальную и иную инфраструктуру. Значит, строить социальные объекты, это школы, детские сады, больницы, чтобы они были комфортабельные. Значит, нам необходимо
оказывать очень серьезную поддержку, значит, в организации самого производства сельского хозяйства, обеспечить необходимым оборудованием, помещениями, и производственными мощностями и так далее. В этом случае, я думаю, что... Спасибо. Третий вопрос. Сможет ли республика обеспечить свои потребности в продукции сельского хозяйства? Пожалуйста, отвечает Андрей Сафронов. Да, непосредственно может, республика может, и молодежь в этом заинтересована, и не только молодежь, но и в целом весь народ заинтересован в том, чтобы местные продукты были у нас на рынке, и не только на рынке. Для этого нужно что? Как я сказал уже, да, финансирование 10% минимум от бюджета Республики Саха-Якутия. Также поддержка сельского хозяйства. То есть, если каждый человек, который будет получать непосредственно себе на расчетный счет за крупного рогатого скота вот определенную стоимость, сумму, тогда да, человек будет развивать свое поголовье и будет увеличивать свое поголовье. Без этого никак. Если мы, минуя министерство, управление и всяческие организации, будем направлять непосредственно человеку эти деньги, это все будет. Спасибо. Сможет ли республика обеспечить свои потребности в продукции сельского хозяйства? Отвечает Андрей Хорошев. Конечно, не сможет. Это утопия. Это просто с экономической точки зрения невозможно. Ну, если мы говорим о традиционном укладе, допустим, вот мои предки там и венки, да, понятно, как они жили. Это культура северного оленя, да. Они не знали ни яблок там, ни ананасов, да. Но мы же говорим о современном уровне жизни. Поэтому надо говорить о том, что, безусловно, какой-то необходимый цивилизационный приток должен быть, да, современной продукции, но самое важное, чтобы то, что мы можем здесь выращивать, выращивалось здесь оптимально. Вот у нас есть фермерские хозяйства корейцев, да? Ведь молодцы, здорово, умеют это делать. Но, к сожалению, им никто не помогает. Их душат, с одной стороны, налогами, с другой стороны, их душит мафия там, узбекская, южная, которые вот здесь держат эти точки продажи овощей, которые функционируют круглый год. Помощь местным производителям. Удар на них. Спасибо. Сможет ли республика обеспечить свои потребности в продукции сельского хозяйства? Отвечает Владимир Прокопьев. Пожалуйста. Ну, мы ведь понимаем, что даже в советский период времени, к сожалению, республика себя полностью не обеспечила продукцией сельхозпроизводства. Но к этому, безусловно, нам необходимо стремиться. Сегодня, к сожалению, мы себя обеспечиваем молоком где-то порядка 25%, мясной продукцией порядка 30 с хвостиком процентов, картофелем там 50-60%. Значит, в принципе, мы можем себе 100% обеспечить себя овощами и картофельной продукцией, капустой и прочими вещами. А вот молоком нам, наверное, будет в ближайшие годы сложно себя обеспечить, поскольку мы производим всего лишь порядка 180 тысяч тонн в валовом объеме вот этого молока. Но к этому необходимо стремиться. Для этого необходимо увеличивать, значит, закупочную стоимость молока. Мы к этому идем. В прошлом году приравняли к себестоимости. Спасибо. Ну что ж, уважаемые телезрители и радиослушатели, мы завершаем совместное агитационное мероприятие в преддверии выборов депутатов Госсобрания Ултумен. Я еще раз напомню, что гости в студии были Андрей Сафронов, представитель Всероссийской политической партии «Партия за справедливость», Андрей Хорошев, представитель Якутского регионального отделения Всероссийской политической партии ЛДПР, Либеральная демократическая партия России, и Владимир Прокопьев, представитель Якутского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». Спасибо, удачи вам. Спасибо. – 9 сентября 2018 года – единый день голосования. Выборы разного уровня пройдут в 80 субъектах Российской Федерации. Узнайте, какие выборы состоятся в вашем регионе по телефону 8 800 222 11 83. Выборы